Министр иностранных дел Германии Хейко Маас призвал досрочно провести выборы в Законодательный совет Гонконга, которые планировалось провести в сентябре, но были отложены на 1 год. Маас выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи с государственным советником Китая и министром иностранных дел Ваном Йи. Поделившись информацией о том, что ситуация в отношении тюрок-уйгуров также была среди пунктов повестки дня, Маас сказал, что был бы рад, если бы Китай разрешил независимой комиссии ООН посетить лагеря перевоспитания. Германский министр заявил, что на следующей неделе состоится встреча германских и китайских политиков, основным вопросом которой станет диалог по правам человека. В ходе встречи планируется обсуждение ситуации в уйгурском регионе. Ван Йи заявил, что ситуация в Гонконге и так называемом Синьцзянь-Уйгурском автономном районе являются внутренними делами Китая. Против Вана Йи выступила группа демонстрантов, собравшаяся у здания Министерства иностранных дел. Обратив внимание мирового сообщества на то, что произошло в Восточном Туркестане, Гонконге и Тибете, демонстранты выкрикивали лозунги «Свобода для уйгуров», «Остановить геноцид», «Борись за права человека», «Нет свободы до тех пор, пока ко всем нам не будут относиться одинаково», «Остановить геноцид уйгуров» и «Независимость Гонконгу». Сестра Зиннет Гуль, которая проживает в Саудовской Аравии, получила сообщение о гибели своей сестры, которая была депортирована из Турции в Таджикистан, а оттуда экстрадирована в Китай. За детьми Зиннет Гуль, по словам Гульджанат, присматривает их мать Амангуль. Но после детального расследования выяснилось, что за 2 детьми Зиннет Гуль в настоящее время ухаживает ее тетя Рушангуль Ясин, и что члены семьи и соседи не знают, где она находится на данный момент. Информацию о смерти Зиннет Гуль ее сестра получила в начале августа. Зиннет Гуль Турсун с 2 детьми была экстрадирована в Китай через Таджикистан в июне прошлого года, после того, как некоторое время находилась под стражей в Центре временного содержания в Измире. Основываясь на слова сестры Зиннет Гуль, радио «Свободная Азия» провело собственное расследование, в результате которого выяснилось, что мать Зиннет Гуль также была арестована в сентябре прошлого года, а ее брат, который содержался под стражей в течение 3 лет, был освобожден из-за проблем со здоровьем. С заявлением по данному вопросу выступил и глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш. Не проходит и дня, чтобы уйгурский ребенок не оставался сиротой. Репрессии в Восточном Туркестане продолжаются полным ходом. Где защитники прав человека и Исламский Союз? В уйгурском регионе убивают невинных и молодых людей. Почему вы молчите? История никогда не простит тех, кто поддерживает китайское беззаконие и остается сторонним наблюдателем, подчеркнул Каракаш. Во внутренней Монголии прошли протесты против изменений в области образования. Демонстрации начались после решения о сокращении количества уроков монгольского языка. Согласно информации BBC, с началом нового учебного семестра в регионе некоторые семьи отказались отправлять своих детей в школу в знак протеста против изменений в образовательной политике на родном языке. Согласно новым правилам, уроки политологии, истории, языка и литературы будут вестись на мандаринском диалекте китайского языка. Многие жители региона рассматривают новые меры как угрозу для культурного наследия и самобытности. Большое количество учеников и их родителей организовали в выходные протест против изменений в сфере образования. В спорной пограничной зоне над Гималаями снова произошел конфликт между военными Индии и Китая. Индийский чиновник сообщил Reuters, что во вторник Индия развернула военные батальоны в 4 стратегических точках Гималаев из-за продолжающихся нарушений границы со стороны китайских военных. Обе страны продолжали наращивать численность войск и военной техники в приграничной зоне в течение последних 2 месяцев. Вчера Министерство обороны Индии заявило, что китайская армия провела провокационные военные действия с целью изменить статус-кво и нарушила консенсус, достигнутый в ходе военных и дипломатических контактов, направленных на решение конфликтной ситуации. Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, которые являются участниками совместной комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий, на заседании в Вене согласились, что США, вышедшие из соглашения, не могут реализовать механизм, позволяющий возобновить санкции ООН против Тегерана. Об этом сообщила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмидт. Заседание было созвано на уровне министров иностранных дел. В нем приняли участие представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и Ирана. В связи с этим участники подтвердили, что США не могут инициировать процесс восстановления санкций против Тегерана в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.